Добрый день, с вами телекомпания Тува-24 и я, Мадар Сандан. По данным Минздрава и Управления Роспотребнадзора, за сутки в Туве выявлено 157 новых случаев коронавирусной инфекции. Статистика заболеваемости продолжает понемногу снижаться. Напомним, что основным условием снятия антиковидных ограничений с ряда объектов сферы общепита и услуг является вакцинация персонала предприятий. При этом проведение массовых мероприятий в условиях пандемии остается под запретом. В столичной мэрии решили поощрить тех, кто прошел полный курс вакцинации. В списке призов телевизоры, бензопилы и швейные машинки. Первый розыгрыш намечен на эту пятницу. Подробности далее. Цель акции – не повлиять на решение людей, а поощрить их свободный выбор, подчеркивает мэрия Кызыла. Темпы вакцинации в столице немного, но отстают от показателей Кожонов. Поэтому Кызыл решил последовать примеру Москвы, где с апреля для пожилых людей введены бонусные карты за полный курс вакцинации. В розыгрыше призов от мэрии Кызыла смогут принять участие все, кто прошел полный курс вакцинации со 2 августа. Чтобы повысить интерес населения, ну и заодно, люди могли выиграть этот ценный приз, мы проводим данный розыгрыш. То есть, кто поставил первый, второй компонент вакцины или однократного вакцины, Спутник Лайт, вот те граждане, должны участвовать в данном розыгрыше. Для этого вот эти граждане, которые прошли вакцинацию, должны оставить номер телефона мобильного в пункте вакцинации или в поликлинике по месту жительства. Тем самым медики вот эти номера нам будут передавать в комиссию по розыгрышу данных ценных призов. Призы – это то, что пригодится каждой семье. Бензопилы, телевизоры, смартфоны, швейные машинки. Победителю передадут оплаченный чек, по которому он сам сможет забрать выигрыш в магазине-партнере. Победителем становится тот человек, который номер телефона будет вытащен из барабана, который будет разыгрывать наша специальная комиссия, созданная при мэрии города Кызыла. Средства на приобретение призов выделяются из фонда мэрии Кызыла. Розыгрыш будет проходить каждую пятницу в 12 часов и продлится до 15 сентября текущего года. Мадар Сандан, Чайхан Дангак, Миран Эргит, Тува-24. В Туву с рабочей командировкой прибыла бригада врачей, среди которых эпидемиологи, инфекционисты и другие. Отметим, что делегация приглашена Министерством здравоохранения региона по поручению исполняющего обязанности главы Тувы Владислава Хавалыга. Продолжит Айрасат. Обмен опытом и помощь в борьбе с COVID-19. С такой целью прибыла в Туву делегация врачей в составе 5 человек. Инфекционисты, эпидемиологи и реаниматологи уже побывали в госпиталях и больницах, где врачи в красных зонах круглосуточно ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог Константин Шаповалов, у Министерства здравоохранения Тувы достаточно мощностей в плане специального оборудования и не только. Нас действительно впечатлили те мощности и ресурсы, которые есть у системы здравоохранения Республики Тыва. Вот такой замечательный многофункциональный центр. Далеко не каждый регион Российской Федерации может похвастаться такими мощностями. Он полностью оснащен всем комплексом интенсивной терапии, всем тем необходимым оборудованием, которое нужно для лечения данных пациентов. Более того, мы посетили и другие медицинские организации, которые развернуты для оказания помощи. Всего развернуто достаточно большое количество коек, мы с вами знаем, что позволяет успешно справляться на достаточном уровне с теми задачами, которые ставит эпидемия перед системой здравоохранения. Слаженность коллектива, начиная от младшего медицинского персонала до профильных врачей. Доктор медицинских наук Альвина Емельянова отмечает высокий профессионализм наших тувинских медиков. И вот что хочется отметить, что адекватный подход к терапии в любой группе населения, будь это дети, будь это беременные женщины, будь это старшая возрастная группа, будь это лица молодого возраста. И, как действительно было уже сказано, индивидуальный подход к каждому из этих пациентов. Меня впечатлила работа медиков, как я присоединяюсь к словам, которые сказал наш коллега. Их очень самоотверженный труд, особенно реаниматологов, потому что самые тяжелые больные концентрируются в отделении реанимации. И сравнивая свою работу с работой ваших врачей, я считаю, что они ни в чем нам не уступают. Специалистами и экспертами рекомендована закупка дезинфицирующего оборудования для улучшения организации переходных зон в стационарных госпиталях. Также опытными врачами положительно отмечена работа Минздрава региона по созданию необходимого количества инфекционных койко-мест. Есть рекомендации у нас для Министерства здравоохранения Тывы приобрести определенное
технические устройства, позволяющие очищать воздух, дезинфицирующие устройства, которые могли бы облегчить реализацию тех задач, которые и сейчас выполняются только силами и средствами, которые, может быть, можно было бы заменить на другие технические устройства. Есть рекомендации по отработке определенных алгоритмов, по обеспечению эпидемиологической безопасности, но это именно рекомендация, которая, в общем-то, способствует тому, чтобы улучшить систему, которая функционирует. У вас очень большой охват госпитализации в условиях, когда такая низкая плотность населения, в условиях, когда не всегда возможно оказать качественную медицинскую помощь в отдаленных районах, такой охват госпитализации – это один из выходов из положения. У вас развернуто достаточно много коек. Это тоже очень хорошо. Медикам, которые сейчас работают в красной зоне и борются за каждую жизнь, необходима помощь жителей. И она заключается в соблюдении простых правил и, конечно же, вакцинации. Специалисты отмечают, что обследованные за несколько дней больные с тяжелым течением заболевания не привиты. Теперь помощь должна быть от населения для того, чтобы снизить уровень заболеваемости, снизить уровень тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции. Должен быть высокий уровень вакцинации населения. Тогда мы все вместе победим эту серьезную, очень непростую, зачастую непредсказуемую инфекцию. Призываю вас, как и мои коллеги, пожалуйста, вакцинируйтесь. Этим вы поможете и нам, и себе. Напомню, что специалисты, командированные из Москвы, а также Читинской и Приволжской областей, эксперты поработают в Туве до 11 августа. Айраса Чайхан-Нонгак, Миранергит, Тува-24. В результате инспектирования административного центра Пихемского Кажуна в Рио главы Тувы удалось решить ряд проблем, возникших при подготовке к новому отопительному сезону. Вместе с Владиславом Хавалыгом на месте побывал и наш корреспондент. Руководитель МУП-Тепловик Мясников Алексей Васильевич. Алексей Васильевич, очень приятно. Пойдем. Директор муниципального унитарного предприятия «Тепловик» Алексей Мясников доложил Владиславу Хавалыгу, что главная котельная административного центра Пихема фактически готова к запуску. По данной котельной я считаю, что мы готовы на 99%, так как за это время было сделано много работы. Вскопана, проделана новая теплотрасса, это в районе 2,5 километров в трехрядном исполнении. Заменены новые котлы у нас были в котельной, в центральной. Данной проблемой остается у нас единственное, что не хватает денег, это установить водоподготовку, чтобы была полная теплоотдача воды, соответственно, чтобы поступала хорошая вода в систему отопления. Центральная котельная снабжает теплом 13 организаций, из них 2 социально значимых объекта – это детсад и школа. Также 8 многоквартирных домов, магазины. Но есть проблемы с котельной номер 3, которая отапливает частный сектор. Мы хотим обратиться к Рио главы с вопросом с тем, чтобы нам помогли. То есть у нас есть еще одна данная котельная на балансе МУП-Тепловик, это котельная номер 3. Она у нас является убыточной и является у нас очень проблематичной тем, что на той котельной у нас система отопления 1982 года вся лежит в земле, то есть не соответствует никаким нормам. Идут очень большие теплопотери. Объекты, которые были ранее подключены, это объекты ЦКБ, они все отключились, а остались только 24 квартиры и, соответственно, ветхие сети. Данные ветхие сети смысла уже делать нету, потому что почему? Уже на данных сетях у нас в конце отопительного сезона произошло 4 порыва. Отмечается износ котлов и в отопительной системе центральной Кажунной больницы. Там вообще плохо. Они в этом году сильно подпрыгивали. С Нового года фактически не вылазили с котельной. Действительно, оборудование котельной больничного комплекса Турана не менялось с момента введения в эксплуатацию. Сами хозяйственники уверяют, что запустят тепло в установленный срок. К началу отопительного сезона кровь из носа мне надо. Ладно, хорошо. Пока я не сделаю, мне же тот ремонтируют. Один новый, получается, 2 с той котельной, да. И вот этот старенький, да. 4. 2 с той котельной, один новый с Минздрава купили уже. 4-й, и вот это 4-й. А те... пятый. Проинспектировав объекты, Владислав Хавалык подытожил, что помощь дополнительной материальной и финансовой помощи туранским тепловикам необходима. Нашли ряд решений по замене котлов, либо по ремонту котлов.
Прежде всего, это центральный котельный город Турана, также центральной Кажунной больницы. Решили здесь там поддержать приобретение котлов, и в том числе и по замене теплотрасс, потом по водоподготовке. Беспрецедентная помощь идет именно конкретно по МУП «Тепловик». Приобретается 2 новых котла «Регата» 1,6 мегаватт мощностью взамен 3-го, 4-го, 1-го, 2-го котла, которые здесь уже 3 с лишним года отработали. И, соответственно, будем решать вопросы по водоподготовке, которые на сегодняшний день просто отсутствуют на всех 3 котельных, которые в Туране обслуживаются. Соответственно, эти вопросы решим. За счет этого, соответственно, снизим издержки по углю и по расходам на электроэнергию. Это основные 2 статьи, которые несут большие убытки предприятий на сегодняшний день. Поставив задачу, в Рио главы республики пожелал туранским тепловикам грамотно распорядиться новым оборудованием, качественно подготовить имеющиеся котлы к новому сезону и заверил, что еще раз лично, так сказать, контрольно проверит проделанную работу до наступления холодов. Сайгын Бирбю, Буян Монгуш, Мирана Иргит, ТУВА-24. Специалисты Росдорнии, ведущего научно-исследовательского института России в сфере дорожного строительства, провели мониторинг качества дорожных работ на улице Рихарда Зорге в Кызыле. Эксперты произвели необходимые замеры и взяли образцы из дорожного покрытия для проведения лабораторных испытаний. Добавим, что эти работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». 263 летние стоянки были проверены в начале августа сотрудниками полиции. В результате широкомасштабной оперативно-профилактической операции найден 1 пропавший подросток, изъято 2 единицы огнестрельного оружия, задержан скотократ и возвращено владельцам 5 утерянных лошадей. Подробнее в материале Сайгына Бирбю. В Туве завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Чайлаг», которое проводилось при силовой поддержке Росгвардии и с участием Общественного совета при МВД по республике Тыва. Мероприятие проводилось в целях стабилизации оперативной обстановки на территории республики, связанной с кражами скота, проведения с чабанами профилактической работы по недопущению свободного выпаса скота, а также пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия и наркотических средств, раскрытие ранее совершенных преступлений и розыска скрывающихся от следствия и суда лиц. В основном мероприятие носило предупредительный характер. С животноводами проводили занятия по теме, как обезопасить себя и свое хозяйство. Сотовая связь в отдаленных уголках Тувы – это и большая помощь чабанам, но и опасность для людей попасть в лапы телефонных мошенников. Члены Общественного совета при региональном МВД дополнительно знакомили чабанов с методикой противодействия телефонным мошенникам, объясняли, под каким видом у людей могут украсть деньги с карты. Всего в ходе операции проверено 263 чабанские стоянки. В рамках мероприятия полицейские разыскали без вести пропавшую несовершеннолетнюю, проживающую в селе Тели. Выявили 2 факта незаконного хранения огнестрельного оружия на чабанских стоянках в Кызылском и Кахемском районах, а также факт незаконного оборота наркотиков в Цунхимчикском районе. В период проведения операции «Чайлаг» по горячим следам была раскрыта кража скота, возвращены утерянные домашние животные. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике Тыва установили и задержали подозреваемого в краже 5 голов крупного рогатого скота с пастбища в селе Эрбик. Кроме того, сотрудники полиции отыскали и вернули хозяевам 5 лошадей, пропавших со свободного выпаса в Читыкульском районе. Подведя итоги оперативно-профилактической операции «Чайлаг», полицейские Тувы пришли к выводу о целесообразности и в дальнейшем проводить подобные мероприятия. Сайгын Бирбю, Азамат Тачур, ТУВА-24. У меня на этом все. Всего вам хорошего. До встречи.